благословления, упадают на колени для Его славления. И мы заспеваем, Христа прославляем, нарожденного с Марии, покорно прошаемо, нарожденного с Марии, покорно прошаемо. Просим Тебе, Боже, просим мы, як можем, дай нам в небе життя щасно, на землі Божа. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A wzywali I z Duchem Twoim. Święty dzień zajaśniał dla nas. Придите, народы, и отдайте хвалу Пану, бо світло великое сойшло на землю. Антифона на уваход припоминає об этом світлі, яким повинен бути кожен з нас. Это світло, яке повинно світити так само у нашому серці, яким ми повинні уметь делиться. Ніхто, Пан Ісус каже, не ставить свечку запаленную под коц, але ставим мы ее на свечнику, как она светила и показывала, что есть тут такая Бога, сапраўды гэтага Бога. Не кожен из нас мае толькі і выключна для себе. Бог ёсць для ўсіх, але чым мы сапраўды ёсць усе для Пана Бога, это залежыць толькі і выключна ад кожнага з нас. Сёння таксама першы аўторак месяца з набажэнствам для святого архангела Михала. Будем просить подчас этой святой мши во всех тых интенциях, якія представляем святому архангелу Михалу, как добрый и милосердный Бог, принял их и выслухал. А для наших близких померлых радость життя вечного. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую яву. Споведаюся Богу всемогутному, И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогущий, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже наш Ojcze, Twoje spradwiczne słowo, przymiałszy z Panny Maryi słabe człowiecze ciała, cudowna zasiała światło niebiosa. Prosim, как Chrystus, jaki zapalił dla nas światło prawdy, przyszł u pełnocie swojej mogutności dzieła odkupienia światu, jaki z Tobою żywie i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg prazu się, jaki wieczny ja. Amen. Czytanie pierwszego posłania świętego apostola Jana. Umiłowany, a czym nie poprosił, otrzymają od Jego, bo zachowują zapowiedzi Jegony i robią to, что Ему подобается. Заповедь Его такая, как мы верили в имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили один одного, як загадал Он нам. И кто заховывает заповеди Егоны, той живе у Богу, а Бог у им. И по Духу, якого дав нам, мы доведуемся,
што Ён жыве ў нас. Умілаваныя, не кожнаму духу верце, але правярайце духаў, ці яны ад Бога, бо шмат і лжэпрарокаў з'явілася на свеце. Па гэтым распазнавайце Духа Божага. Кожны дух, які вызнае, што Езус Христос прыйшоў у целе, ёсць ад Бога. І кожны дух, які не вызнае Езуса, той не ад Бога. Гэта дух Антыхрыста, про якога вы чулі, што ён прыйдзе і цяпер ужо ёсць на свеце. Дзеці, вы ад Бога, таму перамаглі іх, бо той, хто ў вас, большы за таго, хто ў свеце. Яны са свету, таму і гавораць так, як свет, і свет слухае іх. Мы ад Бога. Хто ведае Бога, слухае нас. Хто не ад Бога, той не слухае нас. Па гэтым мы пазнаём духа праўды і духа фальшу. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Дамо всі народи у спадщину далі. Дамо всі народи спадщину далі. А першу постанову Пана, и он мне сказал: «Ты, сын мой, я тебе сегодня народил, просил меня и дал народу спадщину тебе, и межи земли во владание твое». Дамо всі народи спадщину далі. А теперь, короли, зразумейте, научитеся судьи земли, с боязью служите Пану, и народили, и радуйтесь с хваляванием. Дамо всі народи спадщину далі. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус обвящал Евангелием володарства и лечил всякую хворобу у народе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z nami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Matwieja. Chwała Tobie, Panie. У той час, калі Езус пачуў, што Яна зняволілі, адышоў у Галілею, і, пакінуўшы Назарет, прыйшоў і пасяліўся ў Кафарнаум, прыморскім у межах Завулона і Нефталіма. Так збылося сказана пророкам Ісая, які кажа: «Земля Завулона і земля Нефталіма, на шляху морскім за Іорданом, Галілея язычнікаў, народ, які сядзеў у цемры, убачыў святло вялікае, і тым, хто сядзеў у краіне і у цені смерці, зазяла святло». З таго часу Езус пачаў прапаведаваць і казаць: «Пакайцеся, бо наблізілася валадарства небеснае». І хадзіў Езус па ўсёй Галілеі, навучаючы там у сінагогах і абвяшчаючы Евангелія валадарства. І лечыў ён усялякую хваробу і усялякую немач у людзей. І пайшла пра яго чутка па ўсёй Сірыі, і пачалі прыводзіць да яго ўсіх нямоглых, церпячых на розныя хваробы і слабасці, і апантаных, і эпілептыкаў, і спараліжаваных, і ён вылечваў іх. За ім ішлі вялікія натоўпы з Галілеі і Декаполіса, і з Єрусалем, і з Юдеї, і з-за Іордана.
Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Браты і сёстры, сьогоднішнє перше читання з послання апостола Павла нам говорить конкретно на тему змагання добра і зла. Як у світі розпознати добро і як у світі розпознати зло. Як розпознати ту справу, яку я буду виконувати, що вона добра. І як розпознати, що вона може так само зашкодити. А може насправді, мені так здавалося, що добре, а буде походити від зла, чи від злого духа. Браты и сестры, докладно тут написано, что заповедь моя такая, как вы верили в имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили одного, як Он загадал нам. А кто заховывает заповедь Его, той живе у Богу, а Бог у им. И по духу, якого дал нам, мы доведаемся, что Он живе у нас. И тут написано, что не кожному духу верьте, але проверяйте дух. Чи он от Бога, а може він походить от інжилого, чи хтось нас хоче обманути. Бо коли Ян апостол говорить, коли нема там Бога, то хтось не визнає ім'я Ісуса Христа. Значит, это все походит от зла. Когда все мы приписываем себе, откидаем здесь Пана Бога у наших помкнениях, у наших карьерах, у наших працах, то мы у древнего кірунку идем. И свет идет у древнего кірунку. Тут наиважнейшее признать и быть удячным Пану Богу за то, что я умею выkonać. Что owszem, я, ale nie dać Пану Бога. И тут только я повинна повести на другое место, оставить Пан Бог. Дал мне ласку, и я это виконав. И я это учинил. Так ладно, тут на это звертає Павел, Ян, апостол, увагу. Как мы умели распознать. Говорю так, дети, вы от Бога, тому перемогли их. Вот той, кто у вас, больше того, кто у свете. Бог створив свет. Вернемся в сам початок. Вернемся до створения свету. Мария Закрет конкретно описывая у книги «Город Божий», як это все отбывалось, что Бог поддал пробе любови соправдной человека, ведомо, что человек выбрал, и так само поддал аньолу, який створив. Не створив там роботів, які мають служити. Ми б хотіли так само роботів якісь створити, може з наших сім'їв, з наших дітей, коли другие выключно нас слухали. Мы повинны их так научить, чтобы они умели сами рассуждать и выбирать, а глядячи на наше життя, как они умели распознать справу Божию. Справу Божию. И Мария Закрет пишет, я уже вам про это говорю и припоминаю, что ангелы застали подданные Боге. И повстал архангел, который зовется, звался Люцифер, пригожесть, луч, пригожесть, свет, бляск. А сьогоднішнім в этом бляске ми говоримо. Есть бляск, але цей бляск може нас завести кудись не туди направо. Коли я тільки углежений у свою потенцію, у свою силу. У самого себе, коли я гляжу тільки. У своїй махчинності. Если откидаем Пана Бога, то, як я сказав на початку, после правды, так есть, коли я ставлю себе на первое место, а Бога уже на другом месте, я уже хорошо. Я уже не в этом направлении. И важно себе задуматься у своем житті. Бог это походить от злого и лжи. Хоче переконать, что ты гляди. Ты можешь без Бога. И шмат людей в ужасном свете поверили, что могут без Бога. И живут без Бога. Откинули его здесь далеко. То их так и лжут дома. Хоть Бог и у этих людей есть. А люди откидались помимо того, что Бог хочет быть в жизни человека. Так это учинил Люцифер.
Сказав, ніхто як Бог, а хто як я? Будемо читати в Апокаліпсі святого Яна Апостола. 1/3 ангелов збунтувалася. Какая колькость, великая колькость. И что эти древние ангелы сегодня делают? Бунтуют нас. Напиша один з айцов костела, эти ангелы збунтованные. И они уже подняли свою децизию, что не хотят служить Богу. И они уже не могут вернуться туда. Мы, как люди, которые живые, каждый день стоим на дороге, а я какой сегодня пише Ян Апостол. Поднять альбо с Богом, альбо с людьми. Каждый день, каждую хвилину. Не один раз я сказал с Богом иду, а каждый день. Как тяжко. Легко принять. Некоторые сказали один раз я с Богом, охрестили их, и все. И там я с Богом, или не знаю, где Бог за мной. А потом нарекают, бо им Бог не помогает. Бог не помогает. Я завжди говорю, что Бог это не игрушка якась, какую можно взять, погулять, и она уже мне не сподобалась. Это не есть Бог. С Богом шуток нема, братья и сестры. Бо коли я щось Богу обіцяю, то Бог не виконує. А коли я обіцяю і не виконую этого, ну то потом прийдуть якісь тяжкості, які не будуть походити від Бога. Але від обіцяння, складених чоловіком Пану Богу. З этого все береться. Бог нікого не хоче мучити, тероризувати, і він з любов'ю. Про эту самую любовь сегодня пишет, что любовь походит от Бога. Любовью есть Иисус Христос. С любовью Он пришел на свет, как дать нам оздоровить, отшить с небесы. Люцифер, великий князь темноты и лжи лгун, на разные способы уводит ужасный свет. И неоднократно даже во много наших добрых помкнений украдает все наше життя. Тому святый Павел пишет докладно: будьте бдительны, противник ваш, дьявол, як лев, который рычит, и ходит кругами и рычит за голову. Я думаю, як лев знайде здобычу способом рычить. Аж не упаде. Здобыча ему позори. И так само и с злым духом. Он так назвал злого духа, похожего на льва, который голодный и только чекает на малейшее наше воткнение. Как мы здесь упали, тогда можно было бы нас разорвать на кусочки. Не одразу выкнуть. Если нам одразу лев не выкнет, каждый из нас знает. И мы будем рвать по кускам. Пока одразу дійшов цілості, ми могли бути як його по-другому звали. Йона у рыбе, потом выплюнула бы нас такие вот кипские рыбы. А коли по кусочкам, то я думаю, что это треба было посклеивать, тяжко посклеивать. И тому, браты и сестры, сегодняшнее Евангелие и сегодняшнее Божие Слово нам докладно говорит, на что мы маем звертать увагу. Але святий Ян вельми мудро пише послання, бо дає отвагу. Дети, вы не от злого, вы от Бога походите. Тому вы уже перемогли зло, уже. Але пам'ятайте, что эта перемога має у нас проявляться каждым разом. Боль за то, кто у свете. Кто больше у свете? Число? Ну, нет. Бог у нас зло. Бог створил это все. Стали створами. А не то, что стало злом, так само было створено Паном Богом. Он сам поднял децизию, не хочет служить Богу. Так что не бойтесь, коли есть зло, то Бог подожнейший, чем это зло. Коли есть хвороба, Бог намного подожнейший, чем это хвороба. Он намного больше могутнейший. Могутность в этом проявляется. От нас чекається, хто ведає Бога, слухає нас. Хто не от Бога, той не слухає нас. По гэтым и познаем духа правды и духа фальшу.
Пане, клича нас на себе, доверяем во всем наши просьбы. Молимся за всіх християн, які проскоро стануть Божими дітьми, аби в життю відповідало їх покликанню, Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за біскупів Білорусі, щоб вони були справжніми апостолами наших часов, Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодь нашої країни, щоб вона заховала вірність Христу і Його костюму, Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за хворих і терпячих, щоб зустріча з Христом наповнила їх спокійною надією, Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников в этой святой мши, чтоб светло, яке приносит Христос, рассеял нашу неуполненность и страх перед будущим. Тебя просим. Вислухай нас, Пане. Молимся в tych всіх інтенціях, які ми справуємо цю святу імшу, пам'ятаємо так само, що пам'ятаємо Марію, сім'ю по смерті, наших близьких померлих. Так само просячи об здравии души и тела для тех, кого мы представляем, как мы умели переодолеть зло ужасного света. И просим об этом раз заступництва святого Архангела Михаила. Тебя просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутный Боже, Ты про Иисуса Христа объявил нам свою уладу над терпением, смертью и всяким злом. Учини, как мы спознали Твою моц, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Наш маленький, посяросаенький, плача всю животуя, не дала сукенки, плача всю животуя, не дала сукенки, бо была так бедна, хусточку латину спалила, прикрывшись сеном, дева Бога Сына, спалила, прикрывшись сеном, дева Бога Сына. Молитесь, как мою и вашу яхвяну принял Бог, Отец всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Прими ласкавый мой чары ты дарил, яких отбывается цудовная мировина. Как мы охтерли тебе то, что от Тебя походит, могли принять Тебе самого в Твоем Сыне, який живей благодарить на веки вечные. Аминь. Пан с вами, И с Духом Твоим, ugorу sercem, узнощим их до Пана, dziękuję Panu Bogu naszemu, годно это и справедливо. za prawdy godna ta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zawsiody i wsiudy, tak jest wladali Badziaku, Panie Święty Ojcze, Всемогутny, Wieczny Boże. Сегодня Ты объявил таємницю нашего избавления. Сегодня Ты з'явил нам святого народа, Твоего Сына Иисуса Христа. Когда Он пришел на землю, как смиренный человек, Ты одарил нас наново уделом в Его вечной славе. Тому небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню. И мы с усими хорами ангелов прославляем Тебе разом с ними, воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях.
Ty święty, krynica усякой святости. Тому просим Ciebie, освети гэтыя дары росою Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery uwziął kielich, znowu Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każuczy: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць кielich крыві маёй новага і вечнага заповету, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Wspominając śmierci z mrtwych powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich spełnienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как учит нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костер Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал любови разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefom i усім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї одійшов з этого світу, і дозволь їм убачить святво обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и всеми святыми, которые сподвеку подавались Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Tobie Boża Ojca Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia szana i chwała, prazu się wieki wieczny ja. Amen. Сын Божий стал się человеком, как мы могли стать детьми Божьими, тому полная вдячности, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владычество Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Просим Тебя, Panie, zbaw nas od всего злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да положи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху, и заховали всякого неспокою, czekali исполнения счастливой надеи и прийścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje władactwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами.
и с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, я тебя вечно себе, рахищ ветру, смилуйся над нами. Баранку Божий, я тебя вечно себе, рахищ ветру, смилуйся над нами. Баранку Божий, я тебя вечно себе, рахищ ветру, одари нас упокоем. Божий баранок Божий, Божь той, кто берет на себе грехи свету, благословленный, покликанный я на вечер велую. Аминь, я не богатый, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Голос ангельский послухом сказал, Бог народился, людям радость дал. Чем худше, чем вы верайте, и в Вифлееме чашайте, Богу привитать. Чем худше, чем вы делайте, и в Вифлееме чашайте, Богу привитать. Тайни дитятка, в гробе лежит, и новая горка в небе тихотит. Бога широко шановали, и витают жизнь певали, радостью яны. Бога широко шановали, и витают жизнь певали, радостью яны. Дитя распался, мы тебе весь час, верой чакали, Бог радуешь нас. Короли, пророки, люди, Марии, от этой суде нам з'явився ты. Короли, пророки, люди, Марии, от этой суде нам з'явився ты. И мы чакаем нашего Христа, верим на заклик, прийде святая, и головы все склоняем, верим, что мы Бога маем, в хлебе с алтаря. И головы все склоняем, верим, что мы Бога маем, в хлебе с алтаря. Молимся. Просим Тебя, всемогутный Боже, как мы, дай, как моц принятого сакраменту, завсёды подкреплява нас на шляху до мира, раз Христа Пана нашего. Amen.
Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас будуть по світі. Амінь. Гляди на небесным храм, тревожат слезы нас ворожия, уста нашия, дай силу нам, один в Тройцы, Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли захочется наш шлях земный, у благодарства свое прими. Amen. Panie Jezu Chryste, приходим в этот первый полторок месяца от года, как просить Тебе во всех тих інтенціях, які ми маємо. На початок хочемо подякувати за все добро, яке Ти нам даєш, якого ми не зауважаємо в нашому житті, за присутність серед нас, наших ангелов-охотників, архангелов, великого заступства, яке Ти посилаєш, щоб допомагав нам змагатися в цьому світі, щоб допомагав нам признати, що Ти єсть правдивий Бог і чоловік, который пришел дать нам збавлення, образне речення, яке ми тепер святкуємо. Хочемо так само подякувати за те, що збираємося сьогодні в цій каплиці, щоб занести нашу вдячність Тобі. Але так само наше серце, наповнене, Пане Єзу, великою просьбою. Ти найлепше ведаєш, що нам потрібно. Тому ми сьогодні приходимо до Тебе, щоб просити у всіх тих інтенціях, які у нашому серці. Дай нам здоров'я, те, яке нам потрібно для виконання тих обов'язків у сучасному світі, але так само, яке нам потрібно в дорозі до святості, щоб ми, ідучи через життя, не загубилися в цьому світі, який пропонує шмат атракцій, але десь відкидає Тебе, нашего Створителя. Хочем раз эту молитву первого вторка просить во всех тех интенциях, які справується Святая Душа, для живых Божьих благословений, здоровья души и тела, опеки ангелов и архангелов, а для померлых, как молить так само, засесть с Тобою в благодарстве за одним столом, как в колесте мы так само туда могли дойти. Пане и Боже наш, Ты единый откупитель человечества. Сегодня мы долучаемся до хора ангельских и дякуем Тебе за життя благословенного Бронислава Маркевича и ту справу, якую он отдал под опеку святого Архангела Михаила. Сегодня с его допомогой мы прагнем открыться, как принять от Тебе свободу, якую можем отрымать праз Твою муку, смертью воскрешения. Хоть мы бесперерывно повинны вести бескровную борьбу с силами темы, Ты самую корыстью приносишь нам оздоровление и вызволение от злого духа. Просим Тебе, учини, как мы были завсёды. Просим, как мы были здольными отречься от злого духа и всего того, что тримає у неволі нас, наших близких и наш народ. Пане Єзу, Ты сказал: «Придите до меня все спрацованные и обтяжанные, я успокою вас». Нездоровым потребный лекарь,
але хворым. Просим Тебе Твою милосердность, просим об оздоровлении наших душов и тел. Для Тебе, Езу, нема немагчымага. Ты сказал, коли Сын вызволит вас, будете сапраўды свободными. Ты принес нам новую свободу в Духу Святым. Ты ведаешь, что нам болит, что нас мучает, зневоляя, непокоит и засмучает. Ты ведаешь наши залежности и грешные звычки. Пане, Ты все ведаешь. Ты взял на себе наши хворобы и слабости. Ты володар милосердности. Взглянь на нас и на тех, кого мы приносим Тебе в сердцах. Мы верим в могутное заступництво святого Архангела Михаила, який особливим чином тепер знаходиться побач з нами у знаку этой фигуры, а який завжди есть перед Тобою, Князю Небесний. Молися за нас у эту хвилину Божьей ласки. Пане Єзу, Збавитель, спашли своего Духа Святого у минулое и у будущего, до наших почуттів, страхов, у глубине наших сердцев. Вызвали нас, оздорови, сутеши умацуй нас, Пане, той, кого Ты любишь, хвалея, тая, якую Ты любишь, хвалея. Приди, Пане, верим Тебе, доверяем Тебе, просим Тебе. Выслухай, Пане, просьбу наших сердец, которые мы теперь заносим до Тебя. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане, об вызволении от злого духа безбожности, немощи, сомнения и безнадейности. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. За людей, изневоленных духом страху, роспачи, депрессии и думок про самозабойство. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. За тех, кто находится в зависимости от наркотиков, алкоголю, леков, тютюню. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. За людей, залежных от азартных гульняв, порнографии и всяких проявов нечистости тела и сердца. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. За людей, залежных от телебачення, интернету, компьютерных гульняв. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. За зневоленных духом працегализму и по размерной активности за кошт духовного и семейного життя. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. За тих, хто залежить от віри у забобони, примхи, астрологію, магію, яснобачення, ворожбу і гороскопи. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. За зневоленных ненавистью, помстливостью, злопамятством, спадами и безлитостностью. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. За тех, кто поддается духу хлусни, ошуканства, криводушности и несправедливости. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. За тех, кто подпорядкованный духу пыхи, зайстрости, фанабаристости, эгоизму и гонорливости сердца. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. За зневоленных проговитостью грошей и материальных добротов. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. Об вызволении людей, которые подпорядкованы духу злости, ляноты, гневу, неумеркованности у ежей пяти. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане. За зневоленных грехами мовления, обговорами, махлярствами, плетками, подманными подозрениями и осуждениями. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим. Выслухай нас, Пане.
а в свободе сердца для наших наиблизких, мужов, женок, детей, братов, сестер и всех родных. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим, выслухай нас, Пане. а в свободе сердца для святоров и всех консекрованных особов, які присвятили свое життя служению Богу. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за нашу парафию, молитовные группы и супольности. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за наших неприятелей, за тех, кто нас покрывдил. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за всех нас тут присутных, о выздоровлении наших душев и тел от духовных, психичных и физичных хвороб. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. Святый Боже, святый милостивый, святый святотный, Змилуйся над нами, святий Боже, святий моцний, святий єснародний, змилуйся над нами, святий Боже, святий моцний, святий єснародний, змилуйся над нами, от пожару, голоду, войны и заразы, борони нас, Боже, от раптовной и неспоследованной смерти, стережи нас, Боже, мы грешные, Тебе Бога просим, выслухай нас, Боже. просим про заступництво святого Архангела Михаила за нашу батьковщину Беларусь. Святий Архангеле Михайле, князю войск Іванівських, прийди на допомогу людям, яким погрожає сила темряви, і вони ж були створені на подобенство Божие, откупленные про життя, смерть и с мертвых повстание Иисуса Христа, Сына Божьего, призначенного на святыню Божию, как пробывал у их Дух Святый. У Тебе, святый Михаил, костел мая своего оборонцу и опекуна. Ты ведешь избавленных до небесного счастья. Проси Бога об супокое, как не дозволил тримать людей в неволе и шкодить костелу. Нехай бездоганная панна, правнутая в солнце королева ангелов, прасть тебе стружчись голову антихристу и оборонит твоих земных детей от его ворожего впливу. Святый Архангел Михаил, оборонца хвалы наивысшего, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас его милосердность. Бережи нас у змагании супрать спокусы и пасток злого духа. Будь нам обороною, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекла сатану и інших злых духов, якія нас благодушнують по свете. Посприяй, как мы были верные Твоему заклику, кто ж, коли не Бог. Tajemnicu sakramenta usławiaj naszym Ciebie, Просить моc второе право, Божье новый заповедь, что нам розум не тумачить, свято веры принятие Богу вечному Троицы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походит, да Отцу вечного светла. Аминь.
радуйся. Ане Боже, верой признаем, что Иисус Христос, единый родитель нас, Девы Марии, и был замучен на крыже присудничал Найсвятейшей сакраменте. Дозволь нам черпать в этой Божьей крынице плоды вечного избавления. Раз Христа Пана нашего. Аминь. Превосходности, прячься в боках. Можно читать колядку, Дева Святая. Дева святая, Сына Михаила, ширость любовью, как я устала, Юленьки, Юли, ты мое дитятко, Люленьки, Люли, крепко немовлятка. Небо анёлы на землю прибудьте, и с упокою весту нами будьте. Люленьки, люли, Божа наша солнце, люленьки, люли, Волода бесконцы, люленьки, люли, Божа наша солнце, люленьки, люли, Волода бесконцы. Богу щавайте, все земные дети, хай Божа радость в сердцах наших светит. Люленьки, люли, милый наш Избавитель, люленьки, люли, свету откупитель. Люленьки, люли, милый наш Избавитель, люленьки, люли, свету откупитель. Дева святая, Сына колыхала, щиро с любовью, так я мустровала. Люленьки, люли, ты мое дитятко, люленьки, люли, крепко немовлятка. Люленьки, люли, ты мое дитятко, люленьки, люли, крепко немовлятка. Богу давайте все земные дети, хай Божа радость в сердцах наших светит. Люленьки, люли, милый наш Избавитель, люленьки, люли, свету откупитель. Люленьки, люли, милый
Святый наш Михаил, молитвы до Бога вознеси, ратуй горем вздымутся хвали, мощью Божией зло разгони. Заступник святый наш Михаил, молитвы для Бога вознеси, ратуй горем вздымутся хвали, мощью Божией зло разгони. Заступник святый наш Михаил, молитвы до Бога вознеси.